Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайырлы кич. Итак, на улице дождь со снегом, сезонная депрессия, осень, странная ситуация в принципе в мире, да и в стране. Что вечно? Да искусство вечно. Вот сегодня об этом решили поговорить. Назвали программу как «Культурная осень. Новый сезон». Замечательные гости в студии, которых сразу представляю. И мы с вами сегодня узнаем обо всех премьерах этого сезона в наших театрах. Чем нас будут удивлять наши оркестры. С удовольствием представляю гостей. Рустам Юнусович Абязов, директор, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан, лауреат государственной премии Габдуллы Тукаева. Выговорил. Хайырлы кич. Добрый вечер. С нами сегодня Эдуард Шаукатович Багаудинов, заместитель директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Рада вас видеть. Айгуль Алмасовна Горнышева, директор Казанского театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Хайырлы кич. Инна Игоревна Яркова, соучредитель фонда «Живой город», продюсер, руководитель театральной площадки МОН. Приветствуем вас. Ильшат Рафаэльевич Латыпов, заместитель директора Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала по маркетингу и пиар, кандидат исторических наук, ИСНСС. Добрый вечер. С нами сегодня Диляра Мазгутовна Хусаинова, исполнительный директор Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Гости могут выражать свою точку зрения и кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начать предлагаю традиционно нашу программу с результатов опроса интернет-аудитории ТНВ. В начале недели мы спросили, как часто вы посещаете культурные мероприятия. 25% пользователей ответили «часто, стараюсь не пропускать премьеры». Большинство, 58% опрошенных, написали «редко, не хватает времени и денег». Еще 17% уверены, что вся наша жизнь театр. Здесь тоже сложно не согласиться. Зрителям задаем такой же вопрос. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А я бы хотела, чтобы гости прокомментировали, как вам вот такое вот голосование. Что-то тревожит, что-то смущает? На самом деле, так. итоги голосования, они не удивляют. Считается, что в театр ходит всего лишь 4% населения. То есть у нас еще много, да? Ну, смотрите, я вообще поздравил каждого человека, который ходит в театр. Он может считать себя культурной элитой, раз он пришел в театр, и может себя относить к этим 4%. По поводу того, что большая часть ответила, что у них нет времени и денег, но это лукавство. На самом деле вопрос приоритетов и ценностей. Разумеется, у них есть время и деньги, просто они думают, куда же пойти. То есть они выбирают досуг, и мы сейчас, театры, соревнуемся именно с любыми формами досуга и развлечений. То есть человек думает пойти в кинотеатр, пошопиться в торговый центр или просто посидеть дома и посмотреть любимый сериал. Вот, и поэтому у нас, у коллег, у театральных продюсеров, у нас задача именно вот эти препятствия снять, конкурировать не между собой, разумеется. Мы между собой не конкурируем, театр, мы партнеры, мы сотрудничаем, мы конкурируем с другими формами досуга. И наша задача, конечно, вот эти вот препятствия снять, понять, почему не приходят. То есть мы тоже проводим исследования, пытаемся понять, почему же люди не приходят. Они не знают, на что идти, они не знают, в чем идти, они не знают, с кем идти. И, собственно, вот эти препятствия, разумеется, нам нужно снимать. Интересно, спасибо. Да, Айгуль Алмасовна. Я бы хотела еще добавить, что программа «Пушкинская карта» как раз и призвана к тому, чтобы вот этот аспект, который не позволяет, что деньги не позволяют, или их отсутствие, или недостаток не позволяет пойти в театр. Согласна, да, с Ильшатом, что это, некое либо лукавство, или как... конкретно по своему театру могу сказать, и у нас как было заполняемость 95%, средняя заполняемость театра, так она осталась и с момента включения этой программы, работы «Пушкинской карты». Я говорю, она призвана номиналом 5000, вы, пожалуйста, вы имеете право выбрать, куда пойти, в театр или в кинотеатр. Со следующего года будет расширяться, слышали, что рассматривают цирк, о включении в эту пушкинскую программу. Поэтому, конечно, и говоря про детский театр, все-таки первые знакомства с театром делают дети благодаря родителям. Поэтому умный родитель поведет своего ребенка в театр. Пушкинской карте тем более есть. Я согласна с Ильшатом, что не такая уж плохая цифра, на самом деле, в Казани. И если говорить о конкуренции театра с какими-то другими средствами массового досуга, то, судя по заполненным залам, и в нашем театре конкретно, я знаю, что и у коллег тоже далеко не у всех есть какие-то проблемы с заполнением, то мы как бы эту конкуренцию выигрываем. Раз у нас люди приходят, раз они не могут купить билеты, значит, в данном случае они выбирают театр, голосуют, как говорится, рублем,
идут, приходят не по одному разу и не на один спектакль. Поэтому я думаю, что это достаточно активная прослойка населения, которая интересуется вообще досугом и именно в этой сфере. И я считаю, что мы достаточно достойно здесь работаем. Да, Эдуард Шавкат. Я хочу присоединиться к выступлениям коллег. Действительно, допустим, в нашем театре, театре оперы и балета, тоже посещаемость очень высокая. Некоторые жалуются, что достаточно трудно приобрести билеты на спектакли. Но именно вот, если мы говорим о молодежи, о категории примерно от 14 до 22 лет, то театр пытается тоже найти какие-то формы привлечения этих молодых людей в театр. И в недрах нашей организации родилась такая программа, которая называется «Театр молодым». Смысл заключается в том, что мы опробуем вот в этом году новую для себя схему, систему открытых репетиций. Что это такое? То есть раньше мы этим не занимались, конечно, но для того, чтобы люди могли прийти и заплатить при этом не полную цену билета, а какую-то, может быть, даже самую небольшую сумму, и познакомиться с театром изнутри, посмотреть, как работает труппа, как работает оркестр, балет, хор. Пусть они не в полном гриме, не в полных костюмах, одеяниях, но это незабываемый опыт в том смысле, что молодежь смотрит, из чего состоит театр, как строится спектакль. При этом за те же самые небольшие деньги люди могут послушать и увидеть тех же самых звезд, которые на следующий день будут петь уже, в лучах славы, тех самых звезд, которым будет рукоплескать зал. Хорошо. Здесь у всех, да, 100% практически наполняемых залов, 95 сейчас говорит ТЮЗ. У вас-то как раз, Инна Игоревна, молодая аудитория. Вот там насколько интерес, и как вот вы бы... Интернет-аудитория ваша, в принципе. На самом деле, я бы нас здесь не стала разделять с коллегами, потому что все мы занимаемся живым исполнителем, и в этом смысле все наши зрители и в репертуарных театрах, и в частных театрах, и на концертных площадках находятся в абсолютно уникальном статусе, что они проживают чувство сопричастности здесь и сейчас, находясь в одном помещении с одними людьми и видя на сцене то, что никто никогда больше не увидит. Повтора не будет, в отличие, например, от кинотеатра. И в этом смысле мы, конечно, никогда не будем, на мой взгляд, конкурировать с кино, с другими способами организации досуга, потому что речь идет про живое искусство. Что касается положения частных театров, нужно заметить, что у нас 3 театральных площадки, и мы охватываем разную аудиторию. То есть угол – это очень про молодежную аудиторию, про школьников, МОН – про более людей повзрослее, где-то до 30-45 лет, и особняк Демидова – это уже про взрослую, более взрослую аудиторию, более респектабельную аудиторию где-то. И нужно сказать, что, конечно, когда было лето, лукавить не буду, погода нас переигрывала. Летом, конечно, намного сложнее, потому что свою деятельность прекращаем ненадолго летом, но август сложнее. Что касается, когда сентябрь, то, естественно, так как еще площадки маленькие, очень сложно попасть, почти на всех площадках полные продажи всегда. Так, а что происходит на концертных площадках, в том числе, Рустам Юнусович? Что у вас? Попал в театральное общество. Да. И, конечно, у нас это совершенно другая специфика. Нам нечем привлекать публику, так как это делает театр. У нас нет ни действа на сцене, ни декораций, ни костюмов. Мы выходим и, в общем, предлагаем чистое искусство. И вот только этими программами музыкальными мы можем привлечь публику. И то, что уже много лет на наши концерты она ходит, я ей очень благодарен, потому что все-таки представить себе, что да, один и тот же коллектив, там 2 раза в месяц в одном и том же зале выступает и просто играет музыку, еще люди подумают. Особенно учитывая то, что в нашей стране сделано много было, чтобы престиж посещения классических концертов был утерян в свое время. Но мне кажется, что вот как раз в последние годы люди начинают стремиться ходить на концерты. Тем более наш оркестр старается придумать какие-то новые формы привлечения на концерт, какие-то коллаборации неожиданные.
Даже мы иногда себе позволяем немножко прикоснуться к театральному искусству. Вот буквально вчера у нас состоялся авторский концерт нашего очень хорошего композитора, замечательного молодого Ильяса Камала. И в первом отделении концерта состоялось концертное исполнение оперы его. И мне кажется, и это вызвало очень большой интерес. В общем, и публика пришла на концерт, и с интересом. Я сам сидел в зале, потому что первым отделением дирижировал сам Ильяс. Я прослушал эту оперу, мне очень понравилось и то, и какая музыка написана, и как он провел это. Это вот, видите, мы даже иногда и оперы позволяем себе поставить. Но есть еще разные коллаборации, я думаю, мы сегодня об этом поговорим. Афиши изучила на этот сезон. Значит, театр оперы и балета имени Мсуд Джалиль уже представил премьеру национального балета «Иокинов». В Камаловском премьер спектакля «Двойник». В Качаловском ищут новые пути развития драматического искусства на 3-м Качаловском фестивале, да, где будут представлены лучшие театры России. Новую программу подготовил оркестр «Ля Примавера». Казанский ТЮЗ запускает второй аудиоспектакль «Мы, трамвай, любовь». Уже запустили в трамвае номер 5А. На площадке МОНГ премьер спектакля «Тәржімә», перевод об изучении татарского языка. Давайте, если возможно, вот коротко о самых ярких, важных, главных премьерах. Качаловский. Можно сегодня... Качаловский, да. Камаловский, да, можно театрами вас сегодня? Вот, во-первых, надо сказать, что в этом году и мы, и коллеги сделали такой небольшой эксперимент. Мы открыли сезон театральный намного раньше. То есть мы сейчас с вами вот говорим о сезоне, а в принципе он уже идет 3-й месяц, получается, потому что вот мы, по-моему, первыми открыли, и следом за нами сразу все. Мы открыли 15 августа. Обычно никогда мы в это время не работаем, мы еще только репетируем, выходим из отпуска, раскачиваемся, скажем так, и активно идут репетиции. Такой период, конечно, в театре тоже нужен, потому что он дает возможность более таких насыщенных, более полноценных репетиций. Но в этом году мы открыли 15 августа, ни на секунду об этом не пожалели, потому что, несмотря на летний период, который традиционно считался там с давних времен не очень посещаемым, да, он выстрелил, эта наша идея выстрелила, и залы были полные на протяжении всех этих вот 15 дней оставшихся лета, и первые дни сентября. Потом мы уехали на гастроли в Минск. Вот если говорить о зарубежных гастролях, значит, СНГ, страны СНГ, мы играли на сцене Национального академического театра имени Янки Купала, играли там 18 дней, играли 6 наших спектаклей, достаточно больших, там и «Ревизоры», «Женитьба Фигаро» были, и «Бал воров», и прошли очень хорошо, собирали тоже полные залы. Это была очень важная для нас такая акция культурная, не просто такая поездка, вот, которая как бы для нас окупилась очень серьезно морально. Вот. И сейчас, сегодня, именно сейчас, в эти минуты на нашей сцене закрытие 3-го Качаловского театрального фестиваля. Закрывает его наш спектакль «Ревизор», одна из последних наших премьер, одна из лучших наших сейчас постановок, я считаю. Абсолютно современный спектакль, который собирает полные залы, на которых зрители не уходят, они плачут, смеются до конца, встречают криками «Браво!». И сейчас мы как раз вот это делаем. И афиша, конечно, была достойная, я считаю, потому что это не каждый театр может себе позволить привести такие коллективы и сделать такую ОФФ-программу. Те имена, которые были все в нашей ОФФ-программе, даже одно такое имя в афише какого-то фестиваля, это уже показатель высокого уровня. У нас были Евгений Каменькович, Сергей Женовач, Александр Боровский, Евгений Писарев, Ольга Егошина, Марина Токарева. Я считаю, что это достойно ОФФ-программы. Ну и, естественно, их спектакли. Но это то, что уже как бы чуть-чуть уходит. Это то, что мы сегодня закрываем. А в планах, о которых вы спрашиваете, у нас, конечно, не только фестиваль, у нас и свои спектакли, которые мы репетируем. Это «Гамлет», который мы сейчас давно уже идет достаточно работа. До конца календарного года мы его не выпустим, но в этом сезоне он, безусловно, будет. Потом будет «Женитьба Бальзаминова» Островского, это будет делать Илья Славутский. И мы начинаем уже потихонечку работать над «Горьким», над пьесой «На дне». Хорошо, спасибо. Чем удивит Камаловский? Это начала театрами. Мы в каком-то смысле вообще не закрывали сезон. У нас есть площадка интерактивный мультимедийный комплекс «Шары Кулаба». Он работал вообще беспрерывно. И действительно, я присоединяюсь к Диляре. Очень много было туристов, да и жителей республики, которые приходили на мероприятия, которые проходили в клубе «Шарык». Это и концерты, это и кинопоказы, это и мастер-классы, это и детский лагерь. Мы открыли сезон 18 августа, тоже беспрецедентно рано. И уже 25 августа, через неделю, мы
показали нашим зрителям премьеру «Ситцевая свадьба», «Ситцатуль» по пьесе Ильи Заниева, постановка Айдара Забарова. И это абсолютно произвело фурор. На этот спектакль невозможно достать сейчас билеты, уже на январь идет запись. Вот. Сейчас у нас каждый день идут репетиции, премьеры пьесы спектакля «Игизак», «Двойник» по пьесе Аркаила Зайдулы в постановке Рамиля Гараева, художественный руководитель Фарид Бекчентаев этого спектакля. Также, кроме премьер, на самом деле, хотелось бы отметить, еще было много мероприятий. Вот, казалось бы, всего лишь 2 месяца прошло с открытия сезона, но уже столько прошло мероприятий, там, всероссийского, даже международного масштаба, например, международного. Йон Фосс, норвежский драматург, получил Нобелевскую премию. А спектакль по его пьесе «Однажды летним днем» идет в нашем спектакле в постановке Фарида Бекчентаева. Или совсем недавняя новость по поводу номинации «Золотая маска» премия, главной театральной премии страны. Озвучил номинантов. Мы также получили беспрецедентное количество номинаций, 9 номинаций. Это спектакль Мути Мухаджира, Балганчик Елар, Махаджирлер. В постановке также нашего главного режиссера Фарида Равкатовича Бекчентаева. Также Фарид Равкатович совсем недавно состоялась премьера в Турции, тоже абсолютно уникальная новость и событие в Турции. Его пригласили, вот, и он поставил спектакль. Хорошо, еще и строить успеваете, и записывать ролики, как на крыше, не на крыше, да, на строительной площадке. Ну, по строительству мы, я думаю, отдельно поговорим. Вы видите, да. И держите нас всех, и зрителей в том числе, в курсе. Чем удивит ТЮЗ, на что стоит заранее, уже сегодня, купить билет, чтобы попасть в феврале? Хорошо. Скажу об этом. В продолжении действительно мы сезон закрыли 8 июля, только проведя лабораторию театру школьной доски. И как результат 3 полученных эскиза мы, конечно, их воплотим в этом сезоне. Один из них, причем выйдет у нас в школьном пространстве, ну, театру школьной доски. Школа солнца уже готовится, то есть премьерной площадкой будет актовый зал Школы солнца. Далее, вот 17 августа мы только вышли из отпуска, а 18 уже наш моноспектакль успешно съездил на фестиваль в город Владимир. Это «Счастливая Шарлотта». Это уже вот сейчас, в эти дни, в эти минуты, этот спектакль на фестивале в Калуге, а дальше едет в Москву. Это уже будет 7-й город, и их количество зрителей все увеличивается. Мы действительно все лето, 4 дня, среда, четверг, пятница, суббота, наш аудиоспектакль «Ночной трамвай» радовал как жителей Казани, так и гостей, и туристов. С начала сентября мы запустили 2-ю историю, потому что было 2 вопроса, что нам не хватает, почему 18+. И написали историю для возраста 14+, более укороченный маршрут, так что вот на этот спектакль однозначно. То есть мы только открываем продажу, и в течение недели уже все билеты раскупаются. В сентябре мы провели уже 2-й всероссийский фестиваль детских театральных коллективов. И хочу сказать о том, что ТЮЗ понимает свою миссию, и у нас огромный спектр социальной работы. И, по сути, ТЮЗ стал такой площадкой методической, образовательной и фестивальной для детских театральных коллективов. Тем более сейчас, это очень актуально, школьные театры, им нужна помощь. И, конечно, им нужна, они настолько радуются, когда нам поступило больше 80 заявок из 30 регионов, и вот 6 лучших коллективов, приехав к нам, и на профессиональной сцене, показывая спектакли, которые, конечно, мы помогали, чтобы они воплотились, ничего не потеряли, а только приумножили на профессиональной сцене. В общем, счастье было огромное. Это 120 детей в театре на протяжении 5 дней, потому что это была еще огромная и образовательная программа в том числе. Далее мы на своей площадке приняли с гастролями Севастопольский ТЮЗ. А дальше мы отправились по городам республики, это было Челны, мы увидели, выступали в красивом новом театре «Мастеровые» в Челнах. Дальше был Леногорск, Бугульма. Дальше мы один спектакль Руслан и Людмила отправили на фестиваль в Киров. Параллельно мы отправляем «Иваново детство», но это легендарный спектакль, на него тоже заранее нужно покупать билеты. Отправили его в Омск, и вот только-только они вернулись с этой победой. Фестиваль особенный, фестиваль называется «Кинолитература», и туда были отобраны
а только спектакли, которые имеют первооснову киносценария. Что из таких ярких примеров? Я просто покажу, такая кинохлопушка теперь у нас тоже есть в театре. Это как раз главная статуэтка, да? Да, выпустили «Чучело-квартирник», вшито прямо в продажу этого спектакля обсуждение, поэтому мы понимаем, для подростковой аудитории они приходят, и мы сразу пишем плюс 30 минут обсуждения. Это очень здорово, это очень важно, когда спектакль, темы, затронутые там, становится очень важной темой обсуждения для всей семьи. Впереди у нас 2 постановки по Островскому. Впереди еще у нас «Легкий человек», это будет к нашим проектам еще дополнительно такая прогулка, посвященная к 155-летию Горького. И следующий год это будет 140 лет, как приехал 16-летний Горький только в Казань. Ну, еще, я думаю, много-много другого, еще целый спектр образовательный. Продолжаются лекции Елены Николаевны Шевченко. И 4 ноября хочу обратить внимание, потому что на лекции тоже сразу разлетаются билеты бесплатно, но по регистрации. 4 ноября в Ночь искусств можно прийти, посмотреть и послушать очередную лекцию прекрасной Елены Николаевны Шевченко «Синтез искусств в современном драматическом театре». Хорошо, спасибо. Инна Игоревна, что у вас в этом году, чтобы вот аудитория расширилась еще больше, либо и на какую аудиторию, в принципе, сегодня все-таки выстраивать свою работу? Меня вот особенно в этой ситуации волнует МОН, наверное, такая сложная площадка, все-таки с идентичностью, да, с татарской, с национальной, со смыслами глубокими. Насколько сегодня массовая аудитория, в принципе, там может быть, и нужна ли она там? Не знаю, насколько массово, но площадка МОН сама по себе маленькая, 90 мест, поэтому, конечно, туда нужно заранее брать билеты. Из такого необычного, из того, что неочевидного, интересного, у нас летом был большой фестиваль, когда мы ставили спектакли в деревнях Татарстана, и в Казань приехало 80 детишек и играли спектакли, где они рассказывали про свою жизнь, про свои сложности, про свои радости. И один из этих спектаклей, который поставлен Йолдас Минулиной, Нурбеком Бутуловым и Исламом Валеевым, вошел в репертуар. Спектакль называется «Чисто-чиста». Это с детишками из деревни Новой Чичкабы. Это из последних премьер. Что касается наших будущих премьер, это и спектакль Йолдас Минулиной, который ожидается, про который мы еще пока нигде не рассказываем, про актрис, с актрисами про актрис. Это и спектакль Ильдара Аликбаева, и спектакль Таржеме про изучение татарского языка. Мы, конечно, сейчас на площадке МОН стараемся привлекать как можно больше местных ребят, давать им площадку для развития наших местных молодых творческих сил. Что касается особняка Демидова, то мы тоже еще нигде не объявляли, но в ноябре будет большая лаборатория, там будет принимать участие 5 режиссеров, которые в последующем и сформируют репертуар, новый репертуар особняка, поэтому помимо иммерсивного спектакля Анны Каренина, которым исполняется 4 ноября 5 лет. 5 лет уже? 5 лет, да. Помимо этого репертуар все больше ширится и ширится. Ну и самая наша старая площадка, не старая, самая наша старшая площадка «Угол», но для самой молодой аудитории. Мы там провели 2 лаборатории с магистрантами МХАТа и со студентами ГИТИСа. Это была классная коллаборация наших студентов театрального училища и режиссеров из Москвы, молодых студентов, на выходе из которых мы получили такие студенческие классные спектакли. Ну и, конечно, сейчас очень много подростков с мамами приходят или без мам. То есть там такая прям молодое сообщество. Мы это называем 18-30, потому что я туда прихожу, и я уже чувствую себя такой бабушкой среди них. Это, конечно, абсолютно площадка для молодых, про молодых, чтобы понять, чем они сейчас живут. Это прям туда. Всем советую, рекомендую. Хорошо. Рустам Юнус, мы уже слышали, что первые новые форматы вы нашли уже вчера. Да, не только вчера, Что еще были коллаборации? Летом мы как никогда много играли на улице. Правда, нам не очень повезло. 3 вечера было ужасно холодных. Но при этом огромное количество народу пришло на концерт, что меня удивило. Мы даже на одном из концертов просто не раздевались. Вот в чем были весь оркестр, вот в верхней одежде. Вот я даже говорил, когда я сам вел концерт, и говорил, вот
Посмотрите, так примерно, наверное, выглядели немцы под Москвой. Мы примерно вот в таком состоянии проводили. Вы знаете, но все-таки произвело впечатление, что народу очень много было. И даже вот крайний концерт был, как он назывался, на балконе мэрии. Ну, конечно, оркестр сидел не на балконе, там происходило действие, а оркестр сидел под балконом. И сзади стояла просто толпа большая, несмотря на то, что было очень холодно. Вот, так что летом мы тоже не отдыхали, выступали. А потом, потом мы совершенно замечательно съездили в Смоленск. Наш концерт «Оркестр Ля Примавера» стал подарком Республики Татарстан к 1160-летию Смоленска. Да, и мы приехали вот в тот день, когда у них был марафон всех мероприятий. И, знаете, наш концерт проходил в зале филармонии, где в свое время выступал еще Михаил Иванович Глинка. Потому что он смоленин сам. Вот, ну, там, естественно, Рахманинов, Скрябин, великие, ну и мы в том числе выступили в этом зале. И у нас еще было совершенно замечательное в сентябре уже выступление на фестивале, на пастернаковских чтениях в Менделеевске. Было 2 концерта. Первый концерт был совместный концерт с Ольгой Кабо и Эммануилом Виторганом, и второй с Евгением Князевым. Но с Евгением Князевым это вообще отдельный разговор, это что-то потрясающее. У него есть специальные программы, которые готовят, там сценарист московский, и вместе это звучит совершенно здорово. Надеюсь, что мы когда-нибудь и в Казани покажем эти программы. Но мы начали сезон, конечно, вот мы начали его в августе вроде как, это то, о чем я рассказал, но официальный сезон открылся в Большом концертном зале. У нас в этом году запланировано 3 программы барочной музыки. Вот немецкая прошла на открытие, еще впереди итальянская, английская. Английская, кстати, очень редко звучащая барочная музыка. Вот. И у нас любая программа – это премьера. Да? Солисты все разные, все новые, естественно. Вот приедет замечательный альтист Белугин Федор, будет саксофонист Друтин на рождественском концерте. Замечательная певица наша, казанская, кстати, певица Айслу Сальманова. И с ней мы будем делать целую программу. Но это только на первое полугодие, вот то, что вспоминаю, говорится. Но у нас, я очень надеюсь, что в этом году, в этом сезоне в полную меру заработает программа «Звезды из завтра». Мы, почему говорю в полной мере, 3 года отработав на всю республику, мы, к сожалению, в прошлом году не получили должного финансирования и удалось провести только в Казани. В этом году я очень рассчитываю на то, что мы опять поедем по республике. И это программа, которая приносящая колоссальную просто пользу в развитии наших юных музыкантов. Хорошо. Ну и фестиваль «Арта дель Арка», на который мы приглашаем в топ-солистов настронно-смычковых инструментов. Я думаю, он состоится, и приедут очень интересные музыканты. Хорошо, спасибо. Что нам представит театр оперы и балета? Какие премьеры после рекламы? Не переключайтесь. И мы продолжаем театр оперы и балета. Раз уж сегодня театрами мы разговариваем. Что представляет в новом сезоне? Понятно, что билетов, похоже, уже нет. Но, в принципе, рассказать, по крайней мере, той аудитории, которая зрителям не попадет, что есть и чем можно заинтересовать. Начну в хронологическом порядке сначала. В этом году театр открылся 26-27 сентября. Открылся премьеры нового, уникального, такого резонансного балета «Якинф» на музыку Резиды Хияровой, либретто Рената Хариса и в постановке, в хореографии профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Полубенцева. Уникальность балета в том, что в нем рассказывается о перипетиях судьбы реально существовавшего государственного и религиозного деятеля. Который жил в Казани. Который, происходит из Казанской губернии, попал в Китай, после этого в Петербург. На самом деле это просто величайшая фигура того времени, которую один царь возвеличил, другой сослал на Валаам. И, в общем-то, история этого человека, она абсолютно не характерна для религиозных
деятелей того времени. Тема, конечно, очень тонкая, очень чувствительная. И, фигура была малоизвестная, да, а при этом постановщики подошли с большой деликатностью к этому. Мы всех приглашаем на этот спектакль. Это очень интересная постановка. И следующие два премьерных показа состоятся 15 и 16 ноября в нашем театре. Это начало, так сказать, нашего сезона. На самом деле, я себе накидал такую небольшую шпаргалку, но боюсь, что в условиях ограниченного времени я не смогу сказать обо всем, буду выделять... Вычлените главное. Да, самое главное. А самое главное заключается в следующем. 2024 год является юбилейным для театра оперы и балета. 2024 год – это год празднования 150-летнего юбилея создания Казанской оперы. Именно в 1874 году, 26 августа, впервые в Казани был показан спектакль «Жизнь за царя». И как бы замыкая этот круг, следующий Шаляпинский фестиваль мы открываем новой постановкой, премьерой «Жизнь за царя» Глинки на сцене нашего театра. Постановщик Юрий Александров, ну, не надо представлять, наверное, один из лучших художников театральных Вячеслав Окунев. Вот. И будет 2 премьеры, будут открывать фестиваль. И одну из этих премьер, сейчас достигнута договоренность, продирижирует художественный руководитель, директор и главный дирижер Мариинского театра Валерий Беслаш-Гергиев. Кроме того, в программе фестиваля запланирован показ оперы «Богема» с участием артистов Большого театра. «Богема», в этом спектакле будет задействован оркестр, дирижер и солисты Большого театра. Третьим мероприятием в рамках Шаляпинского фестиваля станут заключительные концерты. В этом году заключительные концерты пройдут силами Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Абисаловны Георгиевой. Это как бы то, что мы говорим о Шаляпинском фестивале. Следующий, я еще, значит, парочку просто таких вот моментов скажу. Да. Следующее, значит, событие, это будет Нурийский фестиваль. Нурийский фестиваль знаменуется также премьерой нового спектакля. И это, в общем-то, можно сказать, будет событием. Он откроется премьерой балета «Грек Зорба». Грек Зорба на музыку Микаса Теодоракиса, в хореографии Леонида Леонидовича Мясина. Этот спектакль был поставлен и сыгран в мире более 5000 раз. И единственная вот такая большая страна театральная, в которой никогда этот балет не ставился, это Россия, да. То есть это будет у нас такая вот премьера. А на самом деле фигура Мясина, она в мировой хореографии очень велика и значима. Отец Мясина, также Леонид, и чтобы отличаться от него, я быстренько закончу, да. Это тот человек-сподвижник Дягилева, который в свое время, значит, с Дягилевский сезон уехали из России и так далее. Человек мира, родился в Нью-Йорке и дружил с Нуриевым, дружил с Барышниковым, встречался с Стравинским, то есть уникальная личность. И впервые этот балет был поставлен в Арене ди Верона в 1988 году, и партию Грека Зорба исполнил там наш любимый легендарный мэтр балета Владимир Васильев. А одним из лучших, скажем так, исполнителей партии Грека Зорба был наш земляк Ирик Мухамедов, как говорит сам Лорка Мясин. Да. Хорошо. Услышала о премьерах. У меня все-таки вопросы. Дальше всех уехала Качаловский, да, Минск. Потом я слышала города Набережные Челны, Лениногорск, Смоленск. Да. Вы были в Перми. Пермь. Это Нягань. сегодня максимально возможные площадки, и существует ли сегодня действительно в культуре проблема с гастрольными турами сегодня? Насколько сегодня вообще, в принципе, это остро стоит? Ну, давайте так. У нас достаточно большая страна, и как бы гастрольная деятельность внутри страны существовала всегда, весь период существования советского театра. И как бы никогда проблем с тем, чтобы куда поехать, не было. Потому что страна большая, страна театральная, и огромное количество хороших площадок и театров, с которыми можно и обмениваться гастролями, просто ехать, конечно, достаточно много. Минск – это как бы тоже близкая нам достаточно страна и республика, которая помнит еще и наше общее прошлое. И поэтому мы как бы, с одной стороны, считаем это за границей, с другой стороны, это очень близкие нам тоже и люди, и зрители русскоязычные. Вот. А гастроли, да, они существуют, и проблем, я думаю, с тем, чтобы куда-то поехать или выбрать площадку, или не найти место, не должно быть.
Ну, при желании. То есть это вопрос просто договоренности, вопрос финансирования, естественно, потому что гастроли – это достаточно затратные мероприятия, особенно для репертуарных театров, особенно если гастроли настоящие, полномасштабные, когда едут и декорации полным составом, и коллектив большой, да, и несколько спектаклей. Но есть программы поддержки, я знаю, что и коллеги ими пользуются, и у нас есть грант президента Республики Татарстан, который предполагает и деньги на гастрольную деятельность. Так что... Я сейчас, наверное, даже больше, и вот, Ильшат Рафаэлович, здесь, может быть, к вам, в том числе, что у нас все-таки с выездом в другие страны сегодня начались проблемы. Мы сегодня работаем в большей степени по России, либо страны СНГ. Вот насколько это болезненная тема для театров сегодня? Я поддержу Диляру. В принципе, принципиально ничего не изменилось. Вот я уже сказал, что Фарида Равкатовича пригласили в Турцию. Недавно у него была премьера в Анкаре, в Государственном театре. У нас сейчас на руках приглашение Алаберса. Мы в ближайшее время поедем в Туркменистан и в Турцию на фестивале, выступим со спектаклями. Также параллельно мы вот недавно были в Перми, в Ижевске. Очень много планов гастролировать по России. Мы такой проблемы, наш театр не сталкивается. Ну, разумеется, проблема финансирования, разумеется. Это очень дорого. Это не антреприза, где ты один актер, два сотрудника сцены. Нам вести нужно 100 человек. Например, мы едем в Уфу, мы везем 100 человек. Фуры, это все очень дорого, но и надо понимать, что театр, в принципе, это убыточная история. И что заработать, конечно, на этом очень сложно. Тут больше моральный эффект, да. Да, и необходим. Но у нас сейчас вот в планах Китай, например, если говорить о загранице, да, то есть мы с ними начали сотрудничать еще до пандемии, потом у нас была договоренность уже о том, чтобы ехать к ним в очередной раз на фестиваль, но тут случился ковид, и вот сейчас мы возобновляем эти отношения, и я надеюсь, что вот в ближайший год-полтора мы до них доедем. Ну, в эту сторону как раз самое время, в общем-то. Эта страна открылась для нас, но, к сожалению, страны традиционного Запада, они пока для нас недоступны, прикрыты, да, то есть театр ездил много лет. Сейчас, к сожалению, именно в связи с политической составляющей все это не представляется возможным. Хотя потихонечку начинается такое движение, то есть люди начинают прощупывать почву, и, в принципе, мы уже вот совершенно недавно получили одно предложение, не скажу куда, пока мы его просто, пока мы его рассматриваем, вот так скажем. Вот, не скажу, что согласимся или нет. Вот. Параллельный импорт. Да, в экономике примерно так звучит. Но что касается гастролей по стране, тоже я хотел бы донести такую интересную информацию, кратенько, что в рамках празднования 150-летия Казанской оперы согласованы гастроли нашего театра в сентябре, с 5 по 12 сентября 2024 года, выступление на сцене Большого театра России. Мы повезем туда 4 спектакля, 3 премьерных спектакля этого сезона, собственно говоря, Иокинф «Жизнь за царя» и Грек Зорба, как, значит, мировая, русская составляющая культуры, и обязательно, конечно, наш национальный балет «Сюмбике». Хорошо. Инна Игоревна, на ваш взгляд, сегодня проблем существует с гастролями? Тоже подключайте, пожалуйста, Рустам Янович, Айгуль Алмасовна. Сейчас очень много внутренних фестивалей. Вот я сейчас вспоминаю только, наверное... Как-то внутренняя конкуренция не ломает качество, какую-то абсолютно. эффективность, отсутствие, я не скажу, что более изысканной, да, публики, но все-таки... Нет, наоборот, мне кажется, запрос на театр, он стал только больше, поэтому у нас сейчас и фестивалей стало больше. У нас были гастроли в Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Москва, и ожидаются тоже много гастролей. Поэтому на самом деле запрос большой, и хотелось бы на самом деле нам самим внутренне, мало того, не только гастроли, но еще, например, сейчас есть такой запрос на постановку франшизных спектаклей. Например, у нас сейчас есть спектакль с педагогами, и нас пригласили тоже в Питер поставить на новой сцене Александринки тоже спектакль с педагогами. То есть в этом смысле это такое, мы расширяемся даже вот в таком формате, не только в гастрольном, но и в таком. Поэтому я думаю, что как-то этого достаточно пока. Да, Айгуль Алмасовна. Ну, я хочу сказать, что нам очень помогает программа «Большие гастроли», благодаря которой это финансирование, когда могут быть обменные гастроли между ТЮЗами. В стране у нас порядка 80 театров юных зрителей, где-то они называются молодежный театр, где-то ТЮЗ. Вот. И я хочу сказать, что очень много достойных ТЮЗов, о чем говорит, например, и неоднократно мы были номинированы на «Золотую маску», хотя «Золотая маска» изначально предполагается для драматических театров, но ТЮЗы очень равноправные и достойно там представлены.
Поэтому мы радуемся этой возможности и привозили, будем дальше приезжать. И, конечно, фестивальная деятельность. Мы очень рады тому, что фестивали есть, они поддерживаются. Вот мы только в прошлом году были на 9 фестивалях. Хорошо, Рустам Иванович, а у вас? Наша, конечно, основная заграничная гастрольная география, связанная со странами Европы, была до поры до времени. Сейчас это закрыто. У нас сейчас ведутся переговоры насчет Китая тоже. Я надеюсь, что это удастся в ближайшем будущем все сделать. По России мы можем ездить только челночно, потому что у нас нет такого финансирования специального, гастрольного, и нам приходится изыскивать самые разные способы, чтобы куда-то съездить и показать свое искусство. И вот такие вот выезды в Уфу, конечно, да, вот в ближайшее время нас ждет Димитровград, вот были в Смоленске, еще вот такого рода отдельные выезды только у нас пока есть. Хорошо, спасибо. Еще вопрос по... Вот вы сегодня говорили, конечно, что аудиторию мы не делим, да? То есть вот государственный независимый театр. Кстати, вообще как себя позиционируете? Как независимый театр? Негосударственный. Как негосударственный. Как негосударственный. негосударственный. Вот сегодня, и когда я приходила директор Казанского театрального училища, мы говорили, что сегодня расширяются форматы, возможности, много новых площадок абсолютно, иммерсивные спектакли, все, что, чего когда-то еще недавно не было. Каким образом сегодня идет ли сражение за аудиторию все-таки? Либо, ну, все классически и академически, то есть вот куда придут, туда придут, либо сражение идет внутри. Нет, мы взаимно, мне кажется, дополняем друг друга, и вот я говорила уже о том, что мы, имея всего один зал на 267 мест, нам, конечно, места не хватает, и возможности все время выпускать спектакли на большой сцене, они ограничены. Поэтому мы как бы в городе, в городских пространствах новые локации осваиваем, и ТЮЗ уже есть и в трамвае, он есть и в гончарной мастерской, у нас гончаровательные истории театрализованные, у нас есть спектакль в баре «Истина», «Счастливая Шарлотта», у нас есть и формат таких пешеходных прогулок, экскурсий театрализованных. Кроме того, впереди у нас еще, ну не удивляйтесь, ТЮЗ вы еще увидите и на чаше, будет аудиоспектакль, ТЮЗ вы увидите в Кремле. Вот, и ТЮЗ вы увидите в прекрасных музеях нашего Казанского федерального университета. Потому что театр, конечно, наш музей федерального университета, там просто кладезь экспонатов, вот как их оживить, как их приблизить и побудить детей туда прийти, вот это мы над этим сейчас работаем. Да. У нас что действительно театр сейчас это не просто театр. Театр, он сейчас занимается диверсификацией, то есть мы развиваемся в самых разных направлениях. Я уже сказал, что у нас есть музейный комплекс Шары-клуба, у нас есть свой оркестр, мы проводим, который, кстати, будет премьера 6 ноября в БКЗ, оркестра театра Камала с премьерным концертом выступит. Мы проводим мастер-классы, лекции, то есть театр развивается абсолютно в разных направлениях, и тем самым, благодаря вот таким коллаборациям, там, с Татаркиным мы проводим кинопоказы, с БКЗ, с Национальным музеем у нас есть экскурсии, в том числе мы поднимаемся на крышу театра Камала, о чем мечтает, наверное, любой казанец. Вот, и благодаря таким коллаборациям, разумеется, театр, он привлекает нового зрителя, благодаря новым форматам. Но все-таки конкуренцию чувствует вот Качаловский? Вы знаете, я думаю, что даже коллеги, когда говорят о каких-то необычных локациях, они эту локацию для себя не подразумевают главным привлекательным моментом для зрителя, потому что главный привлекательный момент для зрителя – это хороший спектакль, где бы он ни происходил, понимаете? Он происходит где угодно. Если он хорош на большой сцене Качаловского театра, на него придут зрители. Если он хорош там в сквере Людского садика, то тоже на него придут зрители. И это главное оружие в этой, так сказать, борьбе за зрителя. А можно сделать плохой спектакль на традиционной площадке и плохой спектакль сделать на камерной площадке. Площадка не определяет качество спектакля. Качество спектакля определяет профессионализм и талант режиссера, профессионализм и талант актеров, профессионализм и талант взятого драматургического материала, его отзыв для современного зрителя. Потому что, вы знаете, когда начались вот эти тяжелые времена, в первую очередь с ковидом сначала, да, и когда нас сначала вообще закрыли, а потом были ограничения по количеству зрителей, да, была некая тревога. Казалось, что люди в такое время не захотят, будут бояться, что им не будет хотеться идти, что они отвыкнут от театра. Но сейчас идет такой подъем интереса зрителей к театру на самом деле. Я знаю, что это не только в Казани. Вот. И чем, может быть, не так
проста наша жизнь становится за стенами театра, тем больше люди хотят прийти в театр, тем больше люди хотят, они по-другому смотрят даже немножечко, да, то есть есть ощущение какого-то просто радости и счастья от того, что вот это все сегодня есть, что это состоялось, что в нашей жизни есть вот место для этого общения, место для тепла, для радости, для место мира, мыслей, гармонии, для спокойствия чувств, и поиска. Поэтому, как бы, мне кажется, о конкуренции говорить это немножечко некорректно. А в чем даже. тогда негосударственные театры завидуют государственным? Ну так, по-доброму. Финансировать. Я думаю, нет сейчас на самом деле много возможностей грантовых, и в этом смысле у нас нету таких больших площадок, и конкуренции, мне кажется, вообще нет. Наоборот, я думаю, что у нас есть такая возможность из-за того, что небольшие залы, какой-то прямой коммуникации со зрителем, и понятно, что у нас есть возможность разговаривать со зрителем, и часто такое бывает, что там они слышали в ТЮЗе от нас и к нам пришли, или мы их отправляем в ТЮЗ, и в этом смысле, мне кажется, мы все работаем на какую-то одну большую идею, на какую-то одну большую цель, в принципе, популяризировать театр и хорошее искусство. И я думаю, что здесь конкуренции быть не может никакой. Хорошо. На прошлой программе, неделю назад, здесь мы обсуждали проблему кадров, были промышленники, и вот тогда мы обсуждали, что самая большая тема кадров, кадровый голод накрыл всю страну, слесарей не хватает, а вот что в творческой среде как раз количество соискателей на одно место очень высокое, артистов и музыкантов просто переизбыток. Вот так это или не так, что сегодня с кадрами? Ну, проблема действительно очень острая. Так. То есть в плане творческом актеров, ну вот у нас, например, есть Фарид Рафкатович Бекчентаев, он набирает курс в театральном училище, они... Под себя готовят? Да, под себя готовят, и потом в конце выбирают там самых достойных и оставляют в труппе. Что касается вот сотрудников цехов, тут, конечно, проблема прям она просто острейшая, но в этом плане есть подвижки. Ну вот скажу о том, что мы, например, делаем в этом направлении. У нас есть театрально-образовательный форум «Наурус», который мы проводим раз в 2 года, и там есть секции, где проводят обучение, завпосты, там, бутафоры, декоративный цех и так далее. Вот, у нас есть договор сотрудничества со школой-студией МХАТ, где также был целевой набор художников-технологов сцены. Вот, то есть, ну, вот, коллеги, может, тоже поделиться своими. Да. У нас не хватает технических специалистов. Ну, да. Это катастрофа. Давайте мы воспользуемся вашей площадкой. Если, зовите. Да, если есть светохудожники, светорежиссеры, звуковики, технические директора, пожалуйста. Это, мне кажется, на самом деле, это такая острая проблема для всех, потому что, естественно, мы конкурировать с коммерческой сферой, со сферой ивент не можем, даже близко. И в этом смысле, когда тебе каждый вечер нужно приходить и вести спектакль, и нажимать на одинаковые кнопки, то тут как бы мы уступаем возможности делать большие ивенты. И вот что касается технических возможностей, администраторов тоже в этом сложно. Ну и художников. Мне кажется, художник. Ну, я соглашусь, да, что в самом деле, вот у нас, например, тоже проблема есть. Сейчас нам нужен осветитель, которого мы тоже пытаемся найти. Да, вот. Со звукорежиссерами у нас сейчас как бы комплект. Вот. Хороший завпост, хороший машинист сцены, хороший осветитель, хороший радист. Это, в принципе, всегда очень нужно. Они не то что рабочие, да? Они тоже напрямую связаны с творчеством, в том-то и дело, понимаете? То что есть актеров достаточно? Что осветитель, это, понимаете, я не знаю, мне кажется, что ни один театр ни в какие времена не скажет, что вот у меня достаточно хороших артистов. Мне кажется, хороший артист лишним ни в какой труппе никогда не будет. Вот. У нас достаточно сейчас молодой коллектив образовался. У нас есть и наше старшее поколение, да, это Прытков, это Романова, это Галицкий, это Мазур, Иванова, Галицкая. И у нас есть достаточно много молодое поколение, и те, кто уже когда-то был молодым, сейчас уже стали средним поколением, да, это там Илья Славутский, Марат Голубев. Вот. Приезжают артисты, показываются. Вот в этом году мы взяли 3 ребят из ГИТИСа выпускников. Они сейчас счастливо работают в нашем театре. Да. Коротко, чем переманиваете? Переманиваем тем, что мы хороший театр. Люди про нас знают, театра. Они приезжают, показывают. Не заработная плата, не финансовые условия. А это входит в понятие хорошей жизни театра. Ага. В том числе не только творчество, но и комфортная социально-бытовая среда, конечно. Хорошо. Телезрители проголосовали таким образом, что тоже 56% редко не хватает времени и денег, 25% часто стараются не пропускать премьеры, и 18% уверены, что вся наша жизнь театр. Удивительно, телевизионная и интернет-аудитория в принципе совпали по своим предпочтениям. Коротко в конце программы, буквально в 1-2 предложения, почему человеку нужен театр, нужно искусство и нужно ходить. В театр человек
окунается в другую жизнь. Он отрешается от своих забот, повседневных проблем. И эти 2-3 часа, которые находятся там, это бальзам на душу. Израненную душу. Внешней реальности. Абсолютно правильно. Да. Инна Игоревна, для чего нужно находить время и деньги? Мне кажется, театр объединяет людей. Театр дает чувство плеча, чувство локтя и сопричастности. Я согласна, что человеку очень хочется делить с кем-то свои чувства, вместе с кем-то сопереживать или плакать, или смеяться, находить что-то общее с тем, что происходит на сцене, и делить вот это свое ощущение, свое восприятие, свой восторг, свое отрицание или, наоборот, приятие с кем-то другим рядом, пусть даже безмолвно. Хорошо. Да, сейчас каждый по очереди. У нашего известного татарского поэта Габдулла-Тукая есть такая строчка в стихотворении «Театр яхталыка нургайльта». Театр, он ведет к свету. Вот. И абсолютно точное определение, ту эмоцию, которую человек получит в театре, он не получит ни в одном там кинотеатре перед ноутбуком. Театр приходит в театр за переживаниями, за эмоциями, где он больше таких эмоций он нигде не получит. Я скажу на примере нашего спектакля «Иваново детство», когда приходят сначала школьники, шумные, резвые. И вы знаете, после спектакля вот они выходят другими. Они на полтона тише, ниже говорят. Они по-другому, вообще молчат какое-то время. И это очень здорово. И это может и должен делать театр. Для чего? Я бы пригласил в концертный зал людей, которые считают, что они ничего не понимают в классической музыке. Я считаю, что ее не нужно понимать. Нужно набраться мужества и прийти в концертный зал, но единственное условие, что нужно прийти, как-то это выяснить, что нужно прийти на концерт высокого очень уровня. И если человек попадает на такой концерт впервые и получает то настроение, которое создает музыка, а больше ничего не нужно. Не нужно сидеть. Это вот мы несчастные люди, музыканты, да, когда все препарируем, слушая там музыку. А они просто будут получать настроение, эмоции. И вот если они попадают действительно на выдающийся концерт, они обязательно вернутся в концертный зал. Хорошо, я благодарю всех экспертов, гостей, что сегодня были с нами. Я надеюсь, что сезон сложится у каждого, в каждом театре успешно. Благодарных зрителей. Решение кадровых вопросов. Еще раз просмотрите. Лучшие театры зовут к себе на работу. И я надеюсь, что мы встретимся, возможно, по итогам сезона. И, может быть, подведем какие-то рекордные цифры по посещаемости, насколько это возможно. Новых форматов, новых форм и, конечно же, новых успехов. Всего доброго. До свидания.